Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Ингуши в последнее время часто утверждают, что они не выдавали за чеченцев своих дочерей, что для них это позор, и такие браки среди их общества не одобряются. Для примера покажем вам один комментарий. И такие комментарии встречаются очень часто. На самом деле все это является ложью. Ингуши во все времена охотно отдавали своих женщин замуж за чеченцев, чему есть историческое свидетельство. Известие Кавказского отдела Русского географического общества. Страница 128. Кроме остатков собственного языка в наречии ингушей лингвисты, конечно, найдут и корни слов других языков, может быть даже греческого, потому что, по преданию, строителями христианских храмов были греки, и еще больше слов языка осетин, с которыми у ингушей есть много общих преданий, например, о нартах и даже святынь. Все эти наслоения, однако, более и более исчезают, и ингуши постепенно очечениваются. Между прочим, один ингуш, отец большого семейства, на наш вопрос, отдаст ли он свою дочь не за ингуша, отвечал, что за кабардинца, а также и за магометанина осетина не отдаст, но охотно породнится с чеченцами. Итак, с этим вопросом мы разобрались. Другое дело, брали ли чеченцы охотно ингушек замуж. Нет, и вот одна из причин почему, цитата с той же страницы. Посредине каждого предназначенного для отдельной семьи помещения очаг, к которому с потолка спускается железный пруд для котла. На очаге зимою и летом тлеют дрова. В сакле страшная грязь и нечистота. Наваленное вдоль стен тряпье кишит паразитами. Дети в лохмотьях или голые.